Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепангин. После небольшого перерыва начинаем нашу передачу «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии. В гостях у моего друга Семена Тарбакова. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел мой друг Петр Птицын. Он директор в настоящее время филиала Почты России. Петя, привет. Привет. Здравствуй. Привет. Да, привет, познакомьтесь. Спасибо тебе большое, что ты очень быстро согласился прийти ко мне в гости. Сказал, ну как, друг попросил, надо поддержать. Надо вручать. Да? Петя сказал, что, мне кажется, он врет, что он совершенно не умеет готовить. От слова нет. Так сказал? Слушай, от слова совсем. От слова совсем, да. И вот такая ситуация, да. Семен, нам нужно Пете помочь что-то сделать. Он, видишь, пришел с жеребятиной своей. У него какие-то соусы есть, говорит, у нее есть китайский друг или корейский друг, что-то сделает. И давай, сообщай, что мы можем сделать. Так, ну, ты уже говорил то, что предпочтительно это будет азиатская тема. Да, ну, что смотрите, вот... Оригинально что ты делаешь? Петя уже сказал, что я готовить не умею. И на это есть... Мне кажется, лукавит. Причина веская, потому что супруга у меня, она кулинарный блогер. Оля. Очень известный. Оля, да. Да, Оле надо привет передать, да, молодец вообще. Оле, привет. Ага. И поэтому вообще возможности нет у меня проявить себя. И поэтому я и приглашение твое принял, чтобы хоть как-то проявиться. Что-то как-то просоответствовать, обойти. Да? Ага. Вот. И ну, на самом деле в Якутии сезон жеребятины, как раз мясо идет забой. Да. Про него мы тоже проговорим, потому что это довольно такая щепетильная тема, забой. Хорошо. Ну, давай, надо решить, что нам нужно сделать, что мы будем делать. Так, ну, я как понимаю, ты вот принес нам уже мясо. Да, мясо мы... Ну, от кости мы отделим. Мы отделим, мы порежем на кусочки, не мелкие. Вот, и сделаем в соево-горчичном соусе. Замаринуем. Замаринуем. Будет у нас такая азиатская, якутская да, тема. Да, хорошо. Коллаборация, да? Модное слово тоже. Так, ну давайте сначала отделим. Да, можешь взять мой нож. Отделить? Есть вот такой еще один. А я буду стоять со стороны и задавать вопросы. Петя, ну, конечно же, самый первый вопрос, который традиционно я задаю всем своим гостям. О себе немножко расскажи нашим телезрителям, кто ты такой, ну, вот между делом, да, кто ты такой, откуда родом, как дошел до жизни такой, обычно я называю так. Петя, мы с тобой земляки с Ага. Медины Канкаласского района. Ага. Вот. Но школу я закончил в Якутске. Вот. В университете учился в Москве. Вот, собственно говоря, как бы... Вот, собственно, и все, да? Да. Если вкратце рассказать. Если вкратце, да. Ну, если вкратце, сразу тогда задаю вопрос. Я знаю, что ты... Давай хрящик тут подрежем тоже. Хрящики, да? Вот этот. Ага. Да, Семен, можешь взять же тоже помогать. Да, где-то там чуть-чуть советами, где-то чуть-чуть этими указками. Так, кость. Петя, ну ты сейчас работаешь в Почте России, да, а до этого работал в Масс-Генбанке, я помню, работал в ВТБ, да? Да, слушай, у меня вот такая карьера была банковская. Ага. Вот, и 2 года назад, ну, больше 2 лет назад я вот сменил резко род деятельности свой. Решил уйти из банковской сферы. Вот, и сейчас я работаю на Почте России. Да. Работа интересная. Как бы, и причина, почему я так неожиданно перешел, в том, что на почте очень большой опыт, коллектив, огромная компания. Вот, и большие задачи стоят по тому, чтобы изменить работу почты, чтобы почта улучшилась. Но, мне кажется, в первую очередь, ну, чуть ли не мнение, потому что, ну, что далеко ходить? Действительно, это же не секрет, что очень много мемов и много, ну, скажем так, ну, неоднозначных мнений. Не секрет, да. Неоднозначных мнений. Про почте... Почту России говорят, ну это же да, Почта России. Что... Не секрет, что почте есть куда расти. Да.
Вот, И есть откуда расти. Да, есть откуда расти. Ага. И, в принципе, ну, я думаю, что все, наверное, замечают, там, что Почта России постепенно улучшается. Становится лучше, да? Цифровые больше сервисы приходят в жизнь почты, да, и сроки доставки, особенно до городов, уже не такие, как Так там я были даже раньше, заметил, что изменилось, что-то там правило 10 минут, да, или было что-то типа Ну, такого? это, да, время Да. ожидания в очереди, да, Видео. есть такое время, это Раньше все я тоже просто приходил, отслеживается. я журналы контролируется, выписывал, да. посылки время от времени выходили, а совсем недавно, ну вот сын у меня заказывает там, Алиэкспресс или что-то такое. Вот, поэтому 10 и минут, вообще вот сейчас цифровые заказы по интернету очень растут, товары, да, да. и И всё сейчас равно будут вот- расти. Да, еще будет расти дальше, и все равно кто-то эти цифровые интернет-заказы должен привозить и обслуживать, доставлять. да, Да, обслуживать, и да. Почта России как крупнейший логист в стране, с крупнейшей сетью, да, конечно, здесь на этом растущем рынке номер один. Как говорится, карта в руки. Да, да, да. Поэтому очень перспективная, очень быстро растущая компания. Подожди, но вы же есть еще и в этих ускоренных перевозках, доставках. Да, есть Ускоренной доставки. курьерская служба, Курьерская служба, ЕМС, да, ускоренная ЕМС, Почта доставка. России. То есть, да, есть разные виды. А насколько бизнес. она конкурирует вообще? Ну, допустим, я знаю DHL, да, FedEx, да? Слушай, не хуже. Вот я советую попробовать всем самим. Да, Я пробую такой время от времени. Ну, сын вот пробует у меня. приобрести. Что касается центральных городов, там, да, то вообще там без нареканий, без задержек все очень четко работает. Все четко. Да. Да. А вот скажи, мясо у тебя откуда получается? Ну, мясо получается с родины, с Медино-Кангаласского района. Вот сейчас как раз же был забой Сезон, свежий. да. Сезон, и вот мы ездим тоже там с отцом, с братом вместе, как у нас это ежегодная такая ритуал традиционная такой, забава. Да. Ну, не забава, может быть, даже. Ну, работа. Работа, да. Больше да. работа, да. Ну, потому что, видишь, я вначале тоже говорил, да, ну вот по забою, ну, скажем так, опять-таки неоднозначные мнения, да, ну, говорят там, что за негуманное отношение, как только родившихся же ребят и все прочее. Что бы ты ответил, например, людям, которые готовы вот такое возражать? Слушай, ну тема такая неоднозначная, да, но мое мнение, что... Фотки выставляют, да, ну где-то в соцсетях, что там окровавленное, все лежит. Да. Вот как дикари. и как всё раз таки прочее. здесь важно где-то вот находиться в середине, да, чтобы из крайности в крайность не падать. Вот. Все-таки я считаю, что это образ жизни у населения Нас, местного. как национальности, да. У якутов часть культуры Культура питания. и питания в том числе, И питание что в очень том важно, числе. да. И поэтому вот этот образ жизни, как бы, он должен сохраняться, да. Но другое дело, как ты правильно говоришь, что там кто-то кичится, там фотографируется в соцсети там, и так далее. Это тоже неправильно, потому что все люди разные, кто-то как бы эти сцены не выносит. Да. Типа 18+. Да. Типа такого. Так, ну что с мясом? Мясо уже... Ну, мясо, в принципе, я Получается, надо обжарить. нарезал. Нет, Обжарить? мы сейчас сделаем соус, Соус хочешь что? обваляем в соусе и в духовку. Да, лучше так. Ну, или как Семен скажет. Да, давай. Давайте. Семен у Передай нас мне вообще вот авторитет щипцы- номер один. Щипцы Доверимся мне шефу. передай, пожалуйста. Щипчики? Металлические, да. Так. Мы сначала лучше придадим курочку, Давай, потом отлично. уже... Я могу пока... получится. Либо, может быть, устроим заняться турнирный соусом. батл, да, половина так, Заняться половина соусом. так. Или так, на тебе получится. У нас мясо где-то на килограмм, может быть, Да, плюс-минус. ну то есть 4 порции условно. Да. Семен, как ты считаешь, успеем? Час Да, так или час так? Или не да, мне будем кажется, париться? можно все сделать Да. по Всё. версии Семена. Хорошо, ну... И получается, соус мы уже добавим непосредственно уже Перед духовкой. Перед духовкой. Вот, да. Хорошо. Супер. Вам решать, пацаны. Так, я тогда соус начну, можно? Давай, Я ты начну пока соус. обжаривать. Передай мне, пожалуйста, миску. Большую. Вот это хватит. Вот этот. Камон. Так, мне Камон. горчицу. А тебе горчицу твою, Да, которую ты и принес, соевый и соус. соевый соус. Да, и столовую ложку. И столовую ложку.
Я жду, когда передача закончится, чтобы это все попробовать. Да. Не, мы обязательно будем пробовать. Ну, это часть тоже. Это передач. часть, да, часть передачи. Ты смотрел, кстати, передачу вообще? Я смотрел, да. Да ладно, да? Круто. Э, Меня сейчас Когда вы- на улицах начинают же узнавать. Говорят, мы тебя по голосу, говорит, узнали. Говорю, как? Говорю, По голосу. По голосу, да. Говорит, это же ты, говорит, ведущий. Я думаю, ну ладно. Странно, да? Не по лицу, а по голосу. Видимо, не у здрасте, не мордасте, как Да, говорится. не здрасте, ничего, говорит. Это же ты, говорит, тебя по голосу. Ну, видимо, у людей где-то фоном стоит. Фоном стоит, Да, а голос-то противный, как бы это, запоминающийся. запоминающийся. Так, Вот, ну мы как сделали такой восточный соус да, ребят, азиатский. надо чуть-чуть показать, вот как мы делаем заодно соус. Если что, у нас есть чеснок. Можно, Чеснок туда, да, продавить. Ну, тоже можно, да? можешь передать. Чеснок передай тебе. Вот. Чес- Ну, Нет, чеснок можно Петя. передать? чеснок. Да. Давай сделаем. Как скажешь, Семен. Любые. Да, как говорится, блюдо маслом не испортишь. Так, и чесноком. Ну вот такую массу делаем. Ага. И это мы перед духовкой должны добавлять, да? Да. Ладно, пусть постоит. Семен, я вот так вот дольками доделаю. Да. Смотри, как ладно, все это Не, ну получается, да? это профессионал. Семен говорил, что первую передачу мы вместе с Семеном вели. Сколько лет ты? 8 лет учился же, да, Семен? Ну да. Да. А ты сколько лет учился? Я, где-то тоже так, потому что у меня 2 высших образования. 2 высших, да? Да. Ага, у меня 4. Я шучу. 3. Слушай, вот выбор профессии, да, но молодые телезрители любят такие вопросы, да. Каким образом, да, ты понял, и во сколько ты понял, что, оказывается, вот мое, да, то есть ты же, скорее всего, после школы сразу пошел учиться, да, в Москву, говоришь? Да. Ну, Да. слушай, там эта ситуация, тут как бы в контексте того времени надо тоже ее понимать, потому все что хотели стать экономистами. 90-е годы, да, все хотели стать финансистами. экономистами и финансистами. потому И что юристами. Да, потому что я так, на самом деле, детская мечта у меня стать была милиционером, Вау. точнее, в уголовном розыске. То есть плохишей ловить, да? Да. И вот, видишь, как бы время такое было, такая была волна прямо популярности экономистов, финансистов, вот. И я на ней, как бы, вот, собственно говоря, стал. Поступил, вот, понравилось, и уже все, как бы, по этому пути иду. Потом еще дальше дополнительно учился. Да. Уже на руководителя, наверное, или как? На юриста я учился. На юриста. Дополнительно, да. Ага. Второе высшее было. Слушай, вот тебе, скорее всего, повезло, да? Ты сразу после учебы начал работать или как? Или как это карьера твоя постепенно, вот так? Слушай, я работал во время учебы, если так Даже? можно выразиться, да. Ага. И любые подработки, там, любой опыт, это только в плюс. Поэтому не надо бояться там даже какой-то мелкой, даже какой-то там, казалось бы, незначительной там или прямо не относящейся к учебе работы. То есть надо как бы браться и Опыт и все, да? работать. Да, опыт он всегда нужен. Так, первая порция между делом. У нас Семен уже. Смотри, вот как ладно у человека получается, да? Опс. В принципе, так-то уже можно есть. Так-то да, потому что, корочка прижелась, внутри кровь, как там, халахаты. Я для Валуева такое готовили, так внутри с кровью, там немножко тонко порезали. Хорошо. А вообще считается, что ребятин уже, Семен, не нужно слишком долго готовить, да? Ну да. Ага. Как говорится, у каждого свои причуды. Ага. Вот даже, например, те же стейки. Спрашиваю же, вам какой прожект? Да. Кто-то любит, например, сырое есть. Да, с кровью, сильно с Кровью, кровью. да. Да.
та же жеребятина. Ну, мы ее, например, в замороженном виде же употребляем. Даже не готовим. Да. Некоторые даже не готовят. Так что я думаю, это уже на вкус и цвет делает. Мы, получается, такую заготовку сделаем. Так. Это уже для духовки, правильно? Да. Ага. Духовка у нас, кстати, уже включена. Прогретая уже практически стоит. Да, до 180 прогрето. Да. Как бы И там на мы же чуть-чуть готовим буквально. просто, где, например, наши телезрители могут приготовить в домашних условиях. Да, легко причем. Ну, то есть все есть, все не это. Специально такого ничего не нужно. Слушай, ну ты сейчас руководитель. А как ты давно руководитель? Ну, В ВТБ слушай, ты тоже был руководителем? в ВТБ я был, да, тоже директором филиала. Ага. В ВТБ здесь, в Алмаз-Альдиембанке я был на разных позициях, ну, только там от начальника отдела там до Кредитного заместителя. отдела, я помню. Да. Начало 2000-х. Ага. Ага. Вот. И в Москве тоже я работал в одном банке. Вот. Я там был тоже начальником отдела. Ну вот практически всю дорогу ты руководитель, получается. Ну, выходит, что так, да. Ну, хоть что так, да. Что-нибудь поменялось в твоей жизни, когда ты вот руководитель? Да, ну, то есть это же, я понимаю, я тоже был какое-то время руководителем, да, телеканала целого, да. Это какая-то ответственность. Но в твоей жизни что поменялось? Или ты, для тебя это в порядке вещей уже? Ну, слушай, конечно, это отличается от работы рядовым сотрудником, но ответственность это, наверное, самое меньшее, что в чем разница, да? Разница в том, что вообще в стиле мышления, то есть как бы руководитель должен думать маленько наперед, да, как-то вот перспективу какую-то видеть, там что-то куда-то развиваться. То есть здесь, наверное, вот в этом отличие основное. Вот. Ну и ответственность, то, что ты говоришь, это, конечно, само собой уже. Ну, предугадывать, что может произойти с предприятием, так? Или как рынок может поменяться, или там... Ну, вообще иметь хотя бы какой-то план, там, какое-то видение на перспективу. А дома ты руководитель? Дома... Или ты такой уже все бросил? Нет, дома, слушай, по-разному, Да, и супруга, у меня тоже она очень активная девушка. Вот, много проектов у нее. Своих, в том числе вот она запустила кулинарную книгу. Так, и рецепт, кстати, да, совсем не будет. рецепт из этой книги вот сейчас как раз таки мясо мы делаем. И Один из них. да. Прекрасно. Ну, можешь прорекламировать, это бесплатно. Книжку. Да, супруга моя, если кто не знает, Птицына Ольга, блогер кулинарный Софи Неве. Вот, и она выпускает книжку, выпустила уже книжку да. с рецептами кулинарными. Они такие домашние, как бы для повседневной кухни, там, для праздников. То есть они не шефские такие, как бы сложные, да, как Семен, наверное, делает, да, в работе своей. Семен такой листает, такой, ты умею, ты умею. Да. Это я Вот, умею. они проходили. такие для дома, для себя. Понятно, да. Обычная простая кухня. Да, Домашняя. да. Хорошо. Давайте, ребят, time is money. Да, время у нас как бы эфирное, невозможно резиновое растянуть. Что делаем дальше, Семен? Ну, как, добавим соус? Давай Добавляем соус. Так, в камеру, пожалуйста. Соус такой, да? Может, добавим немножко крабового соуса? Крабовый? Вот это? Да. Чуть-чуть еще соевого добавить, да? Вот крабовый. Давай. Ну вот тут соевый, а тут еще крабовый будет. Так. Ладно, это я убираю. Вот. Ну и вот делаем такую массу, перемешиваем, обволакиваем мясо в нашем соусе, собственно говоря, перед тем, как его поставить в духовку. Так, на гарнир у нас будет подобие азиатского риса. Тогда немножко обжарим. Ну пока мы овощей. духовку Да. затарим и потом... И вот я думаю,
Может, немножко лимонного сока добавить? Сюда даже? Да. Да? А он есть? А, вот. Вот, лимон есть у нас? Лимон есть? Да, пожалуйста. Так, что, разрезаем, да? Семен, ты говори, сколько? Ну, выжимай. Выжимай. Ага. Он, что он придаст? Мягкости? Нет, не то, что мягко, чуть-чуть взбодрит, потому что все-таки кислинка у нас. Смотрите, ну, такое ощущение, Должна что- быть, да? Да. Так, мы немножко вот так получается уже готово. Так, затем мы давайте все-таки еще поперчим слегка. И немножко соли. Буквально. Спорить действительно сложно же, да? И вот соль давай, передай, пожалуйста. Может, табаско? Упс. Так, и все. Это достаточно. Достаточно. Мы можем это отложить. Так, ну, в или духовку в сразу? духовку надо положить на Потому что я хотел попросить тебя лист передать. Противень? Да. Или лист? противень. Ага. Или противный лист? Этим мы немножко вот так все-таки сбрызгаем. Чтобы не прилипло, да? Да, на всякий случай слиплось. лишним не будет. Слегка. Ну и И добавим, можешь уже выкладывать мясо. Да, мы его немножко... Так, ну, Потрясу. подровнять. Так, давай остатки сладкие остатки, да. делаем. Я думаю, минут буквально 10-15. 10 10 даже, да? мы заклали нашу. Да, он еще же жареный у нас на сковороде, поэтому... Да, уже почти наполовину доведенный. Да. Тема. Тема. Так, темная. затем давай мы, Петя, Это я убираю. это вот на мойку, передай другую сковородку, А другая сковородка у тебя? А, вот она. темная. Ага. Но я сегодня вообще принеси, подай, иди куда-то, не мешай. Так, мы добавим немножко масла, включим на разогрев. И беремся за гарнир. Да, давай мне вот, Вот это, я так понимаю. да, вот это. Кабачок. Это кто? Ты знаешь? Кабачок. Кабачок. Ух ты. Кабачок, но на что его называют цукини, например. Как? Цукини, Цукини. да. Так, дальше вот мы, получается, разрезали. А в домашних условиях кто готовит больше? Ну, вообще, супруга Супруга. готовит. Или, может, у тебя есть рецепты, снимает. коронные блюда, может, твои есть? Яичница, коронное блюдо. Поэтому как бы дальше тебя? нее я не захожу, да. Это уже территория жены. Ну, может, Получается, какой-то, да. может, у тебя есть шашлык с эфиром? Да, слушай, есть Плов там. плов есть наказание. Вот. Ну, он такой как бы авторский. А, наказание. Да, Мне да. Ой. Наказание послышалось. Наказание. Плов это Плов наказание. наказание. Наказание, да. Плов это наказание. Да. Вот. Но он такой авторский, то есть как бы нельзя его ни к узбекскому, ни еще какому-то там. А мясо какое причислить. используешь? Мясо говядины На кости, да? на кости, да. А вот видишь, говорил, что не умеешь. Ты же охотник, рыбак. Ну да. На земле бывает. Слушай, как бы я бы не сказал, что прям я охотник, особенно стоя рядом с тобой, Петя, поэтому Стыдно. Ну, ладно. поэтому я так больше на уток, Ну, гусей. все равно же ходишь. Да, и Там, ну, короче так, к чему я подвожу, да? Ты бываешь в местах на земле, где женщин нету, жены рядом нету. Ну, то есть, а кто готовит-то в то время? Либо ты как руководитель сидишь так, не яичницу. слушай, ну там готовим мы Да вот видишь, все сообща. тушенку, макароны, как бы Не, такая. ну утку добыли. Военная Чё? полевая Раз. Да, утку, Лопатку передай. утку Деревянную. к России, конечно, это тоже само Видишь, собой. Не, ну я так полагаю, что ты все-таки лукавил, собой. говорил, что ты очень скромный. Ну, может быть, да. Да. А на самом деле, все равно, человек, который бывает на охоте, не умеет готовить. Вот, и мне причем, кажется, ну, это как бы, носит. я вот про охоту, если говорить, то я вот больше на водоплавающую дичь, причем не с точки зрения там добычи, да, больше отдыха. Вот, я Ну, весну как люблю, я знаешь, жду. так вот с кратке, с манками, там каждый кустик
поправить, там, выставить, там, каждую утку, да, процесс, все. Да, сам процесс. То есть, как бы, и сидеть, ждать, то есть, вот, ездить, там, куда-то, что-то объезжать, там, и так далее. Вот такая охота, мне кажется, изнурительная, раз, и, ну, кайфа от нее нету, это два. А вот сидеть с кратке, вот это все готовить, это вот, ну, самый кайф в этом. Подготовительный процесс. Да. Ну и процесс сам, да. Ну и сам охота, конечно, вдвойне удовольствие, когда к кратку твоему, к манкам твоим, да, кто-то подлетит, и его еще и добудешь, это вообще как бы верх, красота, ну. верх удовольствия. Слушай, а больше рыбалка или охота? Наверное, больше охота, потому что рыбалка, я вот считаю, что рыбалка как таковая, спиннинг это вот, ну, как бы, как спорт или как хобби, да, сетями там и так далее, это больше, наверное, работа. Да, Промысел работа, да. Мунхат, тот же невод, да, это же, ну, тоже, кстати говоря, один из традиционных видов рыбалки, да, но на самом деле это тяжелая работа, труд, Тяжелая и работа, да, у которая, каждого своя функция, где скажем каждый... так, год кормит. Да, осенью да, ты, если да, ты да, не да, сделал да. этого, ну как в сельском месте, что кушать-то действительно? Вот, поэтому я считаю, что рыбалка как таковая, она, ну вот, больше на работу у нас похожа, если вот брать те способы ловли, которые распространены. Вот, поэтому охота это как хобби, как удовольствие, мне как-то ближе. Больше как отдых, да, ну чтобы редкие моменты, когда ты мог вырваться на природу, Вот, посидеть. вот, да. Вот это, да? Хорошо. Слушай, про еду, да, ну вот про свою супругу ты так очень много рассказал, я про нее тоже знаю, что она очень, да, здоровско все готовит, все красиво, да. Твое любимое блюдо какое? Я не говорю, что то, что она приготовила, может быть, другое что-то есть. Может, ресторановское. Может, ресторанское. Ну, может ли что-то с детства? Слушай, с мясом, с рыбой, все, что связано, Ну, такого конкретного нету. конкретно какого-то топа нету, поэтому я такой, как бы, если не всеядный, да, сказать, но как бы у меня вкусы разнообразные. Поэтому, ну, в основном это, конечно, все вокруг мяса и рыбы. Ну, то есть В любом традиционно виде, якутское. в том числе и в сыром. Поэтому, как бы, прям такого блюда номер один какого-то отдельно, которое бы Выделить не можешь. отстояло бы ото всех, да, Чеснок? такого нет. А чеснок? А что мы его, по-моему, уже весь Где вот на мясо. А тут его больше нету? Да? Ладно, просто. Ладно. А гарниры это немало или? Просто я знаю, что мы будем это кушать, что-то мне такое ощущение, что это мало или нет. Нет, у нас есть заготовка риса. А, мы рис же Рис туда бахнем. с брокколи. Все. Прошу прощения. Так, Рис я поближе. Уже рис добавляем, да, или? нет, Ну, сейчас. потихоньку добавим. О, камера зря не передает, жалко. Тут уже у нас все шкварчит уже. Камера вкусов, главное, не передает. Камера Добавили вкус не яйцо. передает. Ух ты. Это такое юго-восточное что-то получается, да? Да. Восточное. Они любят яйца. Слушай, ну тогда опять же еще один вопрос про еду. Что самое экзотичное? Ну, наверняка ты где-то много был за границей. Самое экзотичное, что приходилось кушать? Ну, либо что-то такое, которое попробовал, сказал, да, блин, что это такое вообще? А? Либо хотел попробовать, там, крокодилы, там, я не знаю, змею или что еще. Передача одну. Едь. Слушай, ну да, экзотические блюда, конечно, пробовал во время поездок, но это, знаешь, больше для туристов какие-то, да, экстремалов. Там, Заманухи, да? заманухи, да. Ага. На самом деле, как бы, я считал и считаю, что якутская кухня наша, да, она как-то, ну, лучше и разнообразнее даже, может быть, да, потому что у нас как и в вареном, там, и в жареном, да, так и в сыром виде тоже можно есть. Вот. А то, что вот в других, в азиатской, как бы, особенно кухне есть какая-то экзотика, там, да, всякие скорпионы, пауки там и так далее, я считаю, что это, ну, замануха для туристов. больше, как бы, ну. да. Тараканы и прочее, ну. Да, поэтому я все-таки как бы
предпочитаю Ну, каждый день есть тараканы, наверное, сложно национальную нам, да? нашу Якуту. кухню. Но это не то чтобы сложно, невозможно. Или как французы, да, или лягушек кушать каждый день. Ну, это же как? Ну, зачем, да? Ну, я думаю, это как бы редкое у них. Ну, я тоже так думаю, да. Ну, событие, это да. просто, почему их называют, ну, допустим, лягушатниками, да? Итальянцев называют макаронниками. Ну, то есть, что можно сказать про якутов? Ну, скорее всего, мясники, да? Ну, то есть, не мясники, а просто больше же мяса. Больше мяса, да. Больше Да, мяса, больше да. мяса. Мясо. Вот, мы часто обсуждаем такой вопрос. У нас же вот фестивали проходят, да, гастрономические, да, вот совсем недавно в Куси-Кути, по-моему, прошел фестиваль, да, Семен? Вот. Серьезный вопрос, несмотря на то, что наша передача не очень серьезная. Что ты думаешь, что было бы экспортным продуктом, который, ну вот, с Якутии, на твой взгляд? Что можно вот на любой слой положить, и все будут, скажут, ах. Ну, слушай, я думаю, это очевидно. Ответ – это рыба, Ага. номер один на экспорт. Да? Северная наша рыба – это чир, Не надо. омуль, нельма. Вот. Такой рыбы нет ни у кого. Да? Это номер один. Жеребятина номер два. Ну, как бы она все-таки имеет ограниченный рынок. То есть, по большому счету, ее там, ну, кроме Якутии, может быть, там несколько азиатских стран могут импортировать, да? Вот. Ну и номер три, наверное, оленина, но здесь мы не единственные как бы монополисты, да, то есть Да. здесь, наверное, весь север. как Ну, бы, Красноярский край, да. да, очень много ну оленей и финны, поставляют. канадцы там и так Финны, далее, ну, то есть у них канадцы, эта тема тоже Я развита. детский, например. Да. Вот, поэтому, наверное, вот эти вот топ-3, Топ-3, да. ну и рыба Ну, номер рыба, я один. так думаю, да, номер один. Ага. Ну вот, очень много споров, да, про рыбу. Почему именно северная... Ложку. Северная рыба, почему она вот такая? Ну, ответа же нету. Конкретно почему такое? Ну, почему она такая вкусная? Ну, слушай, надо это ихтиологом, наверное, быть, как бы ученым, чтобы дать развернутый ответ на это, да. Но я думаю, что все-таки с моей обывательской точки зрения это природа, это экология чистая. Ну, вот у него уникальность природы, да. Да, и то, что вот в наших реках и озерах за короткий промежуток времени Летний, когда летний, рыба активно кормится. Рыба, когда активно кормится, есть кормовая база, то есть природа вот за это время она оживает очень как бы бурно, Пышным цветом растет. развивается, Рыба успевает много Рыба покушать, успевает много жирнеет, наесть, да, вкуснеет. да, вот. Да. А я, знаешь, у меня есть своя версия, я не знаю, она претендует ли на правдивость или нет. Но мне кажется, северная рыба вкусная, это нам награда за то, что наше наказание – это комары. Мы вытаскиваем нашу мясо. Да, мясо. Так. Мы чуть-чуть подходимся. Включаем, да? Осторожно, она может быть этим. Бахнуть. И закрывай. Осторожно, оно может вкусно пахнуть. Осторожно, она может вкусно пахнуть. О, операторы уже наши смеются, конечно, да. Они знают, что они тоже могут это попробовать потом. Ну, что делаем-то? Берем тарелки. Берем тарелки, сервируем. Так, ну что ж, Давай передашь тарелки. да, передам тарелки, Вот сюда. просервируем, Вот сюда их клади. да, протестируем. Что у нас получилось у человека, который говорит, давай. что он не умеет готовить? Так, Семен, что делаем? Мясо накладываем, да, вначале или... Нет, Нет, давайте сначала посмотрим, гарнир. как... Гарнир. Так, давай. Семен Давай я умеет пойду. делать вообще все красиво. А вот. Я специально дойду. Мы выложим. Можно положить. Мы откладываем. Так, передай еще раз. А, нет, нормально. Мы выложим мясо. Это специальный пинцет такой? Да. Что-то первый раз вижу у тебя. Это Хирургический какой-то, хирургический такой какой-то. ну, чем специальный. кулинарный, да? Ну, вот у нас, получается, в кулинарии вот такие приспособления есть, имеются. Вот как раз вот на такие моменты, чтобы
Аккуратно взять, выложить. Красоту сделай, да? Да. Листочек поправить, там, мяско поправить. Мне, кстати, разрешают фотки делать. Что потом, как будто я сам приготовил и в Инстаграме выложил это. Да нет, шучу, конечно. Я говорю, что это я. Красота. Ну что, Так, вооружаемся. Так. Так. Ну, мы будем по-братски тогда кушать. А, еще украсить зеленью. ну, немножко Противень, может, так приподошли. вот Да, ты сдвинуть. убери, да, на плиточку. Вот так, чук-чук-чук. Да. Чук-чук-чук. Ну, отлично. Вроде Можно Вроде мне выглядит, кажется, да, давайте. Давайте одну порцию попробуем. да? Одну порцию попробую. Ну, давай. Я вот самое поджаристое возьму. Мясо оригинальное, да, вкус такой? Да, Соус дал. соус дал. Именно, я уже говорю, я вот еще подмешивал, я соус попробовал. Соус здоровский получился. Да, Семен, что же? Отлично. Хорошо. Ну, как говорится, в любой в домашних условиях может Да, приготовить. можно сделать. Слушай, рис вот тоже очень аутентично выглядит, прямо как это, Оригинальное. да, азиатский такой. Они же почти всегда яйцо добавляют, чтобы они вот как-то вот так, да? Все вместе. Мы все кушаем, кушаем. Забыли уже про семки. А вот Добыли уже про съемки. бывало, вот, когда вот ты готовил что-то, был ответственным, ну, вот, ответственным за готовку. Например, на рыбалке, на охоте. И вдруг что-то случилось, и ты, вот, грубо говоря, запорол. Там подгорело, и там опрокинулось. Бывали какие-нибудь смешные случаи? Бывало, слушай, когда невкусно было. Да? То есть я готовил со всем пафосом, там, с кучей соусов, там, ну вот последний раз карася большого такого я жарил на сковороде со всякими разными соусами. Вот, и как-то, слушай, что-то перебрал, видимо, Перебрал. соусами, да, как-то было уже не было похоже на Карася? карася. по Что-то не вкусу. карась, да? Да, какая-то уже рыба там китайская там или корейская вышла, поэтому он у нас как бы достался собаке. Нифига себе, да? Ну, то есть всегда надо знать меру, получается. Ну, видимо, да. Поэтому там прям, чтобы я что-то выронил, там, пролил там и так далее, такого, к счастью, не было пока. Вот, но такой фейл, как бы в части готовки, да, вот, был. Раз таки. А на больших праздниках, получается, супруга у тебя, да, готовит? Да, супруга, она Именно Новый год. на Новый год, да. Или Вот, вместе? в последний раз блюдо, которое мы готовили вместе, ну я как вместе, я вот как Петя, то есть там подай ложку, сковородку, принеси, лук, подай, да? да. Мы готовили гуся. Гуся фаршированного в духовке там с яблоками, ну все как должно быть. должно быть, да. И, ну вот, собственно говоря, вот очень был вкусный гусь, собственноручно добытый, да. Вот, но От этого еще вкуснее, как будто. да. Всегда так, да. А это мой, В типа. этом и самая фишка, да. Но как бы вот, конечно, у меня функция такая вот, она помощник. Слушай, ну вот ты говоришь готовить, ну, скажем так, если бы ты любил, ты бы готовил бы, да? Ну, вдруг даже если мало времени, все равно, да? Какое у тебя хобби? Как ты отдыхаешь? Ну, сейчас спорт, Спорт. да. Да ладно? Волейбол Ага. занимаюсь, вот, друг наш тоже. Подошел. Волейболист. Да. Подошел, Следующий да. гость подошел. Так. Да, вот. И занимаемся волейболом командой технопарка. Мы играем на первенство города. То есть такое очень... Как идете?
Как идем? Сейчас мы, чтобы не соврать, там на первом месте. Идем в своей лиге, как бы достойно играем. Почти Да. как Милан. Милан тоже шел почти на первом месте, но сейчас уже, по-моему, уже третье место, к сожалению. Надеюсь, когда будет передача выходить, Милан будет на первом месте. На первом месте, да. Да. Слушай, давай проговорим немножко, еще у нас времени еще остается, да? Про новогоднее меню. Семен, может быть, ты что-то там, какой-то так, рецепт или что-то собираешься готовить семье? Я поделюсь своим, да? Петя, вы что готовите? Есть уже планы на новогоднее меню? Ну, Я надеюсь, однозначно... что передача же у нас выйдет до Нового года. Не знаю, говорит режиссер, но скорее всего выйдет. Ладно, так? Ну, да слушай, я пока по меню нашему, наверное, не буду загадывать, потому что это опять-таки планы супруги моей, да. Но я уверен, что что-то из дичи, там утка или гусь или что-то будет обязательно. Ну, Вот. традиционное оливье, наверное, да? У всех. Ну, в том числе, да. В том числе. Да. Поэтому, ну, и из основных блюд вот, я все-таки уверен, что будет что-то из дичи. У меня? Да. Все просто, по-семейному. Классические салаты это тоже оливье, но у нас еще есть селедка под шубой, тоже классика. Так, ладно. Ага. И, Знаем. Да. ну, что еще? Обязательно хан. Хан, так. И вот тоже строганина уже под конец, под самый. И обычно у нас бывает тот же гусь или же индейка. Большая индейка, тоже запеченная. Индейка? Да. Но лучше все-таки я упор делаю на дичь. Тоже, Местную? Да, местную. Да. Ну, я тоже, скорее всего, не оригинальный в этом случае, да. Гусь, чебуку, индигирка, строганина. Причем индигирку я стараюсь сам делать, да, вот как раз. Здесь, рыба наверное, пришла. чубуку, наверное, что-то вот такое оригинальное, все Чебуку, остальное. ну, чебуку тоже, да, иногда хочется что-то соригинальничать, да, но она же специфичная, это же дичь, и поэтому я ее стараюсь не портить. Ну, слишком много соусов, соль, перец, все. Чисто даже на воде. Она сама по себе, наверное, бесподобная. Ну, может там Мясо чеснок, номер. лаврушка. Ну чеснок, лаврушка, перец, соль, ну, вот какие-то такие самые моменты, да. классические Да. варианты. Слишком сильно ее не портить. Да, Тем более она правильно. сейчас свежая, только-только добытая. Это я считаю, что это топчик. Так, ну что ж, потихоньку мы передача закругляемся. Петя, еще раз тебе огромное спасибо за то, что ты Спасибо. очень быстро согласился. Спасибо, и что пришел. позвал. Да, Спасибо, пришел, спасибо, был Семен, гостем. приятно было Я познакомиться. думаю, что наверняка есть пару слов для наших телезрителей. Может, какие-то приветы передать на какую камеру? Да. Ну, я, собственно говоря, благодарю за такую возможность поучаствовать в передаче, да еще и в кулинарной. Приготовить одно из блюд, которое я люблю есть сам, и которое оно такое сезонное, да, для якутов. С Вот. нотками от Семена Тарбахова. С нотками, да, шефа ресторана «Мусхая» и по рецепту, который супруга моя вот, в горчичном соусе сделала. Поэтому для меня это, конечно, очень такое событие неоднозначное, очень радостное. Вот. И спасибо за приглашение. Ну что ж, друзья, на этом мы потихоньку заканчиваем наш эфир. Я Петр Цепандин, Семен Тарбахов, Петр Птицын. Мы в гастростудии сегодня готовили жеребятину немножко с азиатским уклоном от шефа вместе с Петей Птицыным. С наступающим Новым годом! Я надеюсь, что передача выйдет до Нового года. Всего доброго! Смотрите нашу передачу «Просто вкусно» на канале Якутия 24.